Эффективной защиты от опасного сорняка не существует. Вот и сотрудники Россельхознадзора это прекрасно понимают. Поэтому и забили тревогу. Сейчас самый пик цветения амброзии. Аллергические последствия только часть проблемы. И такие нежданные гости на каждом зеленом участке заставляют жителей опасаться за свое здоровье, еще больше за своих детей. Ведь сорняк растет вблизи жилых районов и неподалеку от дошкольных учреждений. И вот наблюдаем картину, где сзади нас растет амброзия полнолистная. Это очень вредный карантинный сорняк, который не должен был быть здесь, потому что он в период цветения вызывает аллергию, сильнейшую аллергию. И сзади нас, как мы видим, находимся детское учреждение. Если когда оно откроется и это будет цвести, но дети подвержены будут заболеванию, аллергическому заболеванию. О вреде амброзии можно говорить долго. Особое воздействие на организм оказывает цветочная пыльца, выделяемая растением в больших масштабах. Только один куст производит около миллиарда пыльцевых зерен, которые способны преодолевать расстояние свыше 400 километров. Амброзия, в принципе, аллергию может вызвать у любого человека. Ты можешь контактировать с ней 10, 15, 20, 30, 40 лет, потом появится на него аллергия. Поэтому это то, с чем надо очень серьезно бороться. Территория, где разрослось это растение, больше напоминает лес. Аллергия может проявиться у тех, у кого ее не было и в помине. В стране от нее страдает каждый третий житель. Ветер подхватывает миллиарды пыльных зерен, после чего они разносятся на несколько километров. Поэтому бить тревогу стоит не только местным жителям. Кто ответственен за состояние этих участков, специалистам уже известно. Сегодня нами будет составлен акт. И этот акт сфотографировано, все это будет задокументировано и направлено в прокуратуру с просьбой о проведении неплановой проверки в отношении администрации города Назрань. И в ходе проведения этой проверки нами будет составлено административное дело в отношении лиц, которые виновны, допустившие вот это нарушение, и будет вынесено предписание, чтобы они все это ликвидировали. Рейды ведомства планируют проводить повсеместно, поэтому инспекторы советуют ответственным службам заняться уборкой на своей территории. Это касается как местных властей, так и жителей. Идрис Ижиев, Магомед Дидигов, Новости 24.